По последним данным, в Кыргызстане коронавирус забрал жизни 1391 человека. Рекордное число инфицированных было зарегистрировано в июле. Статистика летальных исходов за этот период шокирует. Умер от коронавируса и отец гражданской активистки Рысканзул Пукаровой. По ее словам, неподготовленные больницы, неналаженная система лекарственного обеспечения и безответственная работа чиновников не прошли испытания пандемией. Каждый гражданин нашей республики знает, наверное, как мы бегали сутками напролет, искали то или иное лекарство, во все аптеки обходили, интернет-порталы, искали Клексаны, там, Актемру, дорогие лекарства, да. В то время, если вы знаете, я сама не знала, у меня отец умер в национальном госпитале, я узнаю только сейчас, то, что самая подготовленная больница, это оказалась инфекционная. То есть там все было у них закуплено, готовы были и врачи узкопрофильные, и реактивы у них были. Много чего не было в других больницах. Для расследования ситуации с COVID-19 в пик пандемии была создана специальная межведомственная рабочая комиссия, которая изучала эффективность работы государственных и муниципальных органов по противодействию коронавирусу. В состав комиссии вошла дочь Чыныбая Турсунбекова, погибшего от COVID-19 известного политика. На ее взгляд, одной из причин хаоса в системе здравоохранения стало несвоевременное принятие протоколов лечения. Третья версия клинического протокола, по которой в основном лечили нас всех в летний период, она была утверждена 18 июня. Но что мы выяснили, это то, что она-то была готова уже в начале мая. Практически ее предоставили Минздраву где-то в 10-х числах мая. Но почему-то Минздрав до 18 июня тянул и не утверждал. Помимо этого, на основе вот этого утвержденного протокола нужно было издать приказ по лекарствам. Вот список лекарств, которые нужны согласно новому протоколу лечения. И этот приказ должны были отправить всем фармкомпаниям для того, чтобы они закупили лекарства. Вы понимаете, 18 июня утверждается, а приказ фармкомпании, оно вообще издается и раздается только 1 июля. Это сколько времени мы потеряли. Отметим, что деятельность межведомственной рабочей комиссии утвердили еще 14 декабря прошлого года. Члены комиссии проводили расследование порядка месяца. Сегодня исполняющий обязанности премьер-министра, вице-премьер-министр Артем Новиков заслушал информацию о деятельности рабочей группы. В ходе заседания было отмечено, что членами межведомственной рабочей комиссии были выявлены расхождения в количестве летальных случаев от COVID-19. Согласно заключению межведкомиссии идет расхождение в цифрах по смертям. Причем значительно в несколько тысяч. Потом также третий протокол лечения, где были включены перечень лекарств, где были включены антикоагулянты. Почему-то 15 мая, когда был разработан третий протокол, он пролежал в кабинете у определенных чиновников по непонятным причинам. То ли это бюрократия была, то ли это другие какие-то причины с 15 мая до 18 июня, то есть когда уже в стране вовсю бушевал коронавирус. Да? Отсюда и был дефицит, бешеный дефицит и огромный скачок цен, то есть в середине июля только в страну официально фармкомпании имели возможность завозить полный перечень, согласно третьему протоколу, дополнительный список лекарств, которые нужны были именно для лечения коронавируса, то есть последние апдейты, последние обновления, именно антикоагулянты были включены в протокол и разрешены официально, то есть это все пришло в страну в середине июля. Говоря о разработке протоколов, было выявлено, что препараты, закупленные в июне 2020 года по второму протоколу лечения, оказались неприменимыми для третьего документа. Именно поэтому они простаивали на складах Департамента лекарственных средств. Перечень лекарств, который был закуплен согласно первому-второму протоколу, как выяснилось, до сих пор, прошел практически уже 8-9 месяцев, до сих пор в Департаменте лекарственного обеспечения на складах хранятся огромный запас лекарств, причем дорогих лекарств, которые почему-то до сих пор не распределены, и сроки годности заканчиваются буквально через полгода. Да, тоже то, что выяснилось в рамках комиссии. Также члены комиссии сделали выводы, что отсутствовала четкая и прозрачная система приема и учета поступающей медицинской гуманитарной помощи. Были выявлены факты расхождения между данными о предоставляемой помощи и данными о поставках. Члены комиссии предоставили точные выводы
и согласно которым можно уже сделать, была уже такая четкая картина, что гуманитарная помощь, поступление, то есть прием и учет идут расхождения между департаментом лекарственного обеспечения и организациями здравоохранения, идут расхождения в данных, значительные расхождения. Да? То есть это говорит о том, что в отдельных случаях, да, там прям факты того, что эта гуманитарная помощь продавалась на рынках. Да, вот такие прям с указанием конкретных здравоохранений межветкомиссия представила эти вот факты. Помимо этого, члены комиссии рассказали о том, что госорганы не предоставили в комиссию подробный финансовый отчет о расходах на реорганизацию и перепрофилирование больниц и госпиталей Семетей. Надо отметить, самое большое количество смертности в процентном соотношении было в обсервациях Семетей. В обсервации Семетей это на базе Ганси. Но почему-то также, когда запрашивались документы, до сих пор комиссии, оказывается, не предоставили детальный отчет по перепрофилированию базы Ганси в это, в лечебное учреждение, в обсервацию. Сейчас это называется в больницу Семетей, да. Вот до сих пор вот эти вот цифры нам, данные не предоставили, не нам, а к межветкомиссии конкретно не были предоставлены по запросам. По словам одного из членов межведомственной комиссии Самата Асаналиева, специалисты, вошедшие в комиссию, преследуют лишь одну цель – это выявление проблем в системе здравоохранения и поэтапное его решение. По результатам работы не будет претензий ни к одному рядовому медику. Результаты и выводы, а также рекомендации комиссии для изменения ситуации будут обнародованы в ближайшее время. Межведомственная комиссия, там имеется несколько групп, там клиническая группа, эпидемиологическая группа, группа практикующих врачей. И в этом составе мы провели работу в том направлении, что как была организована деятельность системы здравоохранения в период пандемии. И пришла к мнению, что общественность имеет право это знать. И со дня на день мы полностью информацию, которая была подготовлена нами, мы опубликуем в СМИ. В состав рабочей комиссии вошли медицинские работники, депутаты, работники СМИ, представители гос- и муниципальных органов, гражданские активисты и независимые эксперты. По итогам совещания было решено вынести указанные факты на рассмотрение Совета Безопасности. Министерству здравоохранения поручено подготовить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных рабочей комиссией в системе здравоохранения. Отметим, что Финпол проводит расследование по делу о COVID-19. По словам главы ГСБЭП, на допросы вызовут всех тех чиновников исполнительной власти, которые курировали соцблок и здравоохранение во время пика пандемии коронавируса. Ранее на допрос был вызван Куатбек Буронов. Под следствием находится и бывший министр здравоохранения Кусмусбек Чулпунбаев. Отмечается, что также рассматривается ответственность бывшего министра финансов Бактугуль Джейнбаевой. По поставкам гуманитарной помощи идет отдельное досудебное производство. Создана большая группа исследователей и оперативных работников. Вопрос находится под контролем у ГСБЭП, сейчас идет аудит. Айтолкун Сулпуева, Миримбек Джусупбеков, ЛТР, Бишкек.